Вот у нас процесс работы какой идет. Смотрите, положили уже утеплитель. Папа с Сергеем сейчас сверху пленку накрывает. Здесь 15 сантиметров утеплителя. Черничка наблюдает за процессом. Красота. Здесь тоже проход такой оставили. 1,5 метра, чтобы можно было проходить. Вот, кстати, с этого пульверизатора покрывали антисептиком. Соболя подуспокоились после цыплят. Всем раздал кальций сейчас. Особенно тем, кто у нас переростки. Это в большей степени аети и алу с вольником. Но еще вольфунды прям вообще прям глотают эти таблетки. Сейчас поеду в город по делам. Кое-какие дела надо решить. Ну и ветеринарную аптеку заехать, потому что таких препаратов, которые мне нужны, их тупо нету. Ни в Гатчино, ни в ближайшее здесь поселение. Поэтому придется в Питер ехать. Время позволяет, постараюсь выбраться. У нас фурия, красотка. Вот добавляю в пруд, кстати. Вот это так делается. Просто вот видите, хоп. И все, и вот течет. И туда в пруд заливается вода. Посмотрите, какой пол у нас. Это USB 220p, если я не ошибаюсь, сверху. Помимо того, что там было, сверху пленка и сверху USB такая. Посмотрите, кто у нас здесь приехал. Это у нас Александр. Как обычно, привет, босс. Помогает мне во всех начинаниях моих. Что будем делать? Надо в ветеринарку поехать. Не, давай поедим, наверное, где-нибудь сейчас. Погнали в шаурмечку туда какую-нибудь. Блин. Покушаем. Нет, Я не знаю тут. Не, потом живот болит. Давай что-нибудь типа какую-нибудь интересную кухню выберем. Слушай, но у нас не то пробовал. положение кухни выбирать. Блин, ну можно же какую-нибудь простую, там, бюджетную, не знаю, азиатскую какую-нибудь, китайскую. Китайскую? Курскую. Я никогда не пробовал китайскую кухню. Слушай, не, я когда был в Китае, прям я первые 2 недели в Китае вообще не мог ее есть, а потом так сильно полюбил, что прям я даже в Питере часто ем. Можно, вот мы сейчас где-то на Невском. Ну да, мы да, в самом центре. Слушай, недалеко от Восстания, знаем, давай пройдемся. Ты вообще кушал там? Конечно, да, очень вкусно. Ну давай, погнали тогда, попробуем. Как раз потом, может, подписчикам будет, может, интересно твое мнение услышать. Что ты ешь, что новое пробуешь. Ну да. Новый формат контента. Ну да. Ну Пойдем? погнали тогда, посмотрим. Так вот мы почти пришли. Андрей идет впервые пробовать китайскую еду, китайскую кухню, азиатскую кухню. Вот, друзья, если что, я вот частенько здесь прям ем, мне очень нравится. Если кто-то хочет впервые, как Андрей, попробовать китайскую кухню, это то, что нужно. Надеюсь, мне понравится. Да. Я никогда не пробовал азиатскую такую кухню. Не, ну узбекскую, естественно, плов там это все. Ну не, это прям а вот азиатскую кухню, такую не, прям. китайскую не пробовал. Интересно очень. Восточную. Да, погнали. Смотрите, как прикольно. Это Пакмен. Андрею делают экскурсию, как выбирать китайскую еду, азиатскую. Смотрите, как чистенько, да, заметьте. Аккуратно, чисто все, мне прям нравится. Андрею, думаю, тоже понравится. Баоцзи очень вкусные булочки с начинкой. Вот в Китае я их пробовал, сейчас тоже попробуем. Андрей выбирает, спрашивает, что это. Это говяжий бекон. Вон колбаса. Вот это еще раз. Что-то я не понял. Рулеты с тофу с мясом. А тофу это? Я, наверное, возьму. Громче говори. Не слышно уже. Вот это.
потом возьми. Вот это. Очень аппетитно выглядит. Да, я тоже на палочке это сразу заметил. Да. Это говядина, ну не знаю, это как она будет. Но мне больше почему-то симпатизирует вот эта часть. Тофу? Поэтому... Тофу? Нет, тофу вот. Ага. А это чисто курица. Поэтому давай мы положим, наверное, курицу себе. Курицу. Конечно, два вида мяса нельзя мешать, ну, по соображениям физиологическим. Это Азия, можно. Да, ну, сделаем так. Возьмем такую. Да ты много сильно лапши не бери. Попробуем прям. Да ты уже с этого наешься очень Вот сильно. этого? Да. Нет. Так. Помнишь волчий аппетит? Да, точно. BCW. Так, здесь что у нас? Так, возьмем зелени. Возьмем вот этой зелени. Я люблю очень зелень, на самом деле. Мне интересно вообще, что это за зелень такая. Вот эту капусту знаю китайскую. Все остальное я не пробовал. Так, морковка, перец очень... Мидии набери. Не, мидии не ем. Я Да, тоже перец. не особо Да, мидии. перец люблю. Так. Возьми кукурузку себе возьми вот Да, эту. кукурузка давай. Это очень вкусная. Да, я не представляю, как это все кушать. Так, ну и что еще? Наверное, вот это что-то интересное. Давай возьмем попробуем. Лучка. Как мы в ветеринарку пойдем, луком будет нести, ну ничего, потерпят. Так, ну наверное все. Я больше, наверное, не осилю. Шпинат, давай шпинат возьмем. Шпинат, вот шпинат очень полезный. Вот сколько зелени. Ну давай еще одну палочку, наверное, возьму. Нет, это все может продукт. Все, мне хватило. Вот мой, дорогие друзья, заказ. Надеюсь, будет очень вкусно и полезно. Так, можно томат. Вот это вкусный. Он острый. Ну да. Ох, какой он острый. Попробуй еще раз. Пробовать сливочную заправку. Бульон сливочный. Интересно. Выбирай, чем заправлять будет. Здесь у нас томатный, сливочный, сливочный острый. Но томатный тоже вкусный. Так, у нас это... вы это переложите там такие тарелки, да? Сколько минут? 5 минут. 5 минут. Здорово. Ну, в общем, дорогие друзья, первый раз пробую. Не знаю, что с этого получится. Насыпал зелень. Посмотрите, Но выглядит сколько- очень вкусно на самом Слушай, деле. это не моя лапша же. Ну, вот твоя. А, вот твое. Слушай, перепутали. А я тебе зелень здесь добавил, да? Да. Вот моя, ну капец. Сейчас бы твое попробовал кашемалу. Надо О, свою а у тебя кашемалу. не каша мало. Подожди, Может, зелень, да? Давай за зелень. Ладно, что? Накрути. Это как том-ям. Я не ел том-ям, поэтому... Ну, очень необычные на самом деле эти вкусовые качества. Похоже, я даже не знаю, на что похоже. Ну, на самом деле очень вкусно. Ребят. Необычно, да? Очень насыщенно, прям сильно насыщенно, и из-за этого прям все рецепторы включаются. В общем, вкусно очень. Да. Саня, ты правильно говорил, что тебе очень тут нравится. Ну, сейчас мы доедим все и последний свой вердикт вынесем. Давай, да. Рад, что сюда зашли. Да, все съели. Смотрите, ну, эта юшка-то осталась. Ну и лук.
Всё Андрей даже за мной булочку доедает, я не смог, я так наелся, блин. Да. Ну, мы не оставляем еду, надо ее доедать. Какой молодец. У нас нет здесь животных. Кому можно дать? Ну это сытно, да? Очень сытно мне прям. делать? Не, я объелся Вкусно и тоже. сытно вообще. Очень вкусно. Еще поначалу казалось, что как это все будет сочетаться, это прям, Да, да, да. прям вообще. Ну, я думаю, соус зарешал. Ну да, бульон зарешал, конечно же. Они сварили, и все впиталось. Блин, да, круто, конечно. Спасибо. Спасибо большое, до свидания. Вот это мы объелись, конечно. Да, я Да? так давно не обживался. Вот, друзья, если что, рекомендацион. Наконец-то купил эту суспензию. Пробовал глистовать таблетками. Вроде бы и проглотили, а вроде бы и выплевывают. В общем, попробую суспензию. Не знаю, как я буду глистогонить бугу. Бэтмена смогу, но бугу постараюсь. Вот. Капель тоже нету нигде. Сейчас в аптеке еще позаезжаем. Смотрите, какая красота. Приехали. Уже почти закончили. Вон для сплин-системы окошечко. Красота. Больше уговаривать, спорить больше пришел. Я вот месяц ни с кем не разговаривал, а сейчас наговорился. Вот я уже. Доброе утро, дорогие друзья. Как вы заметили, вон кое-кто в вольере. У нас ночью был ураган, поломало много деревьев. Остается вопрос, неизведанный для всех. Посмотрите поведение на Акелу, как он боится папу, как он избегает его. И у всех был вопрос, почему. Сейчас я вам расскажу. Кстати, ураган повалил, не знаю сколько, деревьев 5, наверное. Вот они, да, даже больше. Сколько деревьев упало? Раз, два, три, четыре, 5 уже даже. 6 даже он валяется. Ну тут одно валялось, 5 значит. Ну, посмотрите, где он. Как огня боится. В общем, я слышал один раз от одного заводчика, наверное, тяжело сказать, держателя волков. Кто держал волков много лет, он сказал, что у волка одного, любого волка в жизни есть один такой человек, которого он сильно боится. Вот, у Акелы это папа. Смотрите, как он бегает, хвост поджал. Наводит суету. Сергей, здравствуйте. Привет. Смотри, вот это дерево. Какое? Убирать его надо, да? Жалко так. Вон Акела, посмотрите. От провода. Надо спилю я его. Акела, ты чё? Вон, видите, какое поведение у Акелы стало. Рассказываю причину, почему Акела так себя ведет. Здесь две ситуации, которые можно объяснить. Первое, когда он был маленький, Акела, папа с ним брал, игрался, и ему случайно зуб один сломал, клык большой, как у Светлого. Ну, он, точнее, кусал его со всей силы, он же был дикошом, и он пытался укусить сильно, и вот кулак папин сломал свой клык. Вот это первый вариант, по которому он к папе вот так относится. Второй вариант — это то, что он же с собаками жил, западно-сибирскими лайками. И когда, смотрите, вот здесь дерево упало, там. Кела, иди сюда. Кела, иди ко мне. Второй вариант — это собаки, которые все подчинялись папе. Вот вы видели, например, у меня на канале, когда, например, любой щенок подчиняется взрослому. Ну или взрослый подчиняется другому взрослому.
Вот так же все собаки подчинялись перед папой. И Акела это с детства видел. Папа главный был в семье, и это собаки всем своим нутром показывали, и Акела это все видел. И в общем, поэтому он его боится, никак к нему не подходит. Плюс возраст, они определяют возраст. Считайте, Акела был ребенком, а папе уже, папа 72-го года, уже возраст как бы не мальчик, как я, например, да, мне было 20 лет, там, парень, а все-таки уже взрослый мужчина. И это тоже он чувствовал. Плюс свой дом, его территория. В общем, вот такие факторы, почему Акела до сих пор вот боится. Он никого вообще не боится. Хвост всегда спокойный, или если ему кто-то не нравится, хвост поднимает. А здесь посмотрите, как суетится. Прям суетолог номер один. Видите, как боится. Не, это я тут добавил, тут же постоянно вода добавляется. Фильтр вроде работает, но надо все равно менять его сейчас, фильтр чистить. А. Ну да, я вчера вечером подхожу, думал, Акелу придавило. А он здесь между деревьями лазит, грызет, разрывает. Вот как раз дерево упало. Вот это вообще согнулось. Ну ее срубить тоже надо, да и все. Вот такие простые вещи. Такое... Нет. Там этот, подожди, там же этот. Да, я на саморезу ее. Вот это то, что погнуло. Вот упало здесь, а вот верхушка, видишь? Вот. А. Ладно, так, скоро доехать. Ну это потом бензопилой поспиливают под корень самый.